Церковное служение и верность православию. В Чувашской государственной филармонии состоялся масштабный концерт, посвященный 130-летию со дня рождения протодиакона Русской Православной Церкви, народного артиста СССР, уроженца Чувашии Максима Дормидонтовича Михайлова. Организатором концерта, посвященного Максиму Дормидонтовичу Михайлову, впервые выступила Чебоксарская епархия. Обращение церковных людей к жизни и творчеству знаменитого земляка не случайно. Этим вечером символически закрыли региональные рождественские чтения, тема которых посвящена связи православия и отечественной культуры. Жизнь отца Максима еще раз подтверждает тезис, что культура должна воспитывать и возвышать человека. Максим Михайлов еще мальчиком пел на клиросе скромного храма в селе Кашлауши Вурнарского района. Уже в юношестве у него сформировался уникальный голос бас профунда. Он учился пению в Казани в монастыре. Там же принял сан диакона, а позднее стал протодиаконом. Служил в храмах Уфы, Омска, Москвы. В трудное время гонений на церковь в 20-е годы прошлого столетия не отрекся от православия. В 30-е годы, не сняв церковного сана, стал солистом Большого театра. До конца жизни не скрывал своей веры. Концертная программа, посвященная протодиакону с мировым именем, собрала на сцене Чувашской филармонии церковные светские коллективы и исполнителей. Из Татарстана, где начиналось служение отца Максима, приехал архиерейский мужской хор Казанской епархии. Замечательный концерт, замечательный повод. Я очень сильно надеюсь, что это не единичное мероприятие, что это в дальнейшем будет продолжаться и, может быть, перерастет в какое-то ежегодное, потому что это прекрасный повод собраться вместе хоровыми коллективами здесь, в Чебоксарах. В составе вокального квартета Московской духовной академии обладатель баса профунда Дмитрий Бородавка. Вместе с ним будущие священники, а регент – уроженец Чувашии, сын настоятеля главного Ядринского храма. Помимо обычной учебы у нас очень большое внимание уделяется пению. Поэтому мы хотим показать тоже со своей стороны здесь, чему мы научились. В этот вечер звучала не только церковная музыка. С произведениями из репертуара народного артиста СССР выходили на сцену оперные певцы. Восторг публики вызвало выступление солиста Нижегородского театра оперы и балета, лауреата всероссийских конкурсов нашего земляка Михаила Наумова. Концерт прекрасный. Все работают очень интересно, профессионально, с огоньком в глазах. Вот очень прекрасно. Публика вообще просто прекрасная. На высоте были и коллективы Чебоксарской епархии, певчие Покровско-Татьянинского собора и митрополичий хор Веденского кафедрального собора. Организаторы пригласили и юных. Хор «Солнышко» представил Канашскую музыкальную школу имени Максима Дормидонтовича Михайлова. В зале были и родственники великого русского баса. Для них это вечер памяти и открытие новых страниц яркой биографии артиста. Я помню всегда, когда он пел, у нас был старый клуб. И он всегда был битком забит, когда приезжал к нам. Специально для его приезда председатель колхоза наш дважды Герой соцтруда был, Коротков. И вот он за счет колхоза купил пианино. И он под пианино, но он со своим еще аккордеоном приезжали. Теперь Максима Михайлова будут вспоминать не только как звезду оперной сцены, но и как истинно православного человека, служившего Богу и людям. Лидия Галактионова, Зинаида Паршагина, Виктор Степанов. Вести Чувашия.